Ух, прекрасное полено. Из нее получится хорошая деревянная кукла. Ах, только как же мне ее назвать? Назову-ка я ее Буратино. Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство. Всех их звали Буратино. Отец Буратино, мать Буратино, дети тоже Буратино. И жили они все весело и беспечно. Ай-яй-яй! Вы чего щиплете? Господи, что это? Ну, показалось. Ай, больно же говорю! Ну, так это ты? Слишком длинен. Послушай, я тебя еще не закончил мастерить, а ты уже балуешься. Что же дальше-то будет, а? Тебя же надо приодеть. Вот, держи. Ага. На, носи на здоровье. Ах ты мой. Боже мой. Бедняжка, должно быть с голоду. Карла его до смерти заколотил. Этот старый шарманщик только притворяется хорошим человеком. Он дурной, он злой человек. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дело, кажется, скверное. Пройдемте-ка, дружок, в полицейское отделение. Ах, бедный Буратино! Как же тебе, Буратино? Эй, кто здесь? Здесь я. Ты кто такой? Я говорящий сверчок. Живу в этой комнате больше 100 лет. Ха! 100 лет? Теперь здесь я хозяин. Убирайся. Хорошо. Я уйду, хотя мне грустно покидать комнату, в которой я прожил 100 лет. Но прежде чем я уйду, выслушай полезный совет. Ха! Очень мне нужны советы старого сверчка. Ах, Буратино, Буратино, тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. Брось баловство, слушайся Карла, без дела не убегай из дома и завтра же начни ходить в школу. Ох ты! Ой-ой-ой-ой-ой! Есть хочу! О, хоть бы корочку хлеба! Или косточку, обглоданную кошкой! Фу! Фу-фу-фу-фу-фу!
Ты смотри, какая наглая. Есть хочу. Есть. На, ешь. Я буду умненький, благоразумненький папа Карло. Нам. Хорошо. Папа Карло, говорящий сверчок велел мне идти в школу. О, славно, славно. Славно придумано, малыш. Папа Карло, а как же я пойду в школу без азбуки? Ты верно говоришь, малыш. Я тоже так подумал. И вот, держи, это азбука. Учись на здоровье. Папа Карло, а где твоя куртка? А, куртку-то я продал. Ничего, обойдусь и так. Только ты живи на здоровье. Выучусь, вырасту, куплю тебе 1000 новых курток. Вот и славно. А теперь тебе пора в школу. Ага. Кукольный театр сеньора Карабаса-Барабаса, кавалера высших орденов, ближайшего друга Тарабарского короля, дает только одно представление. Торопитесь, покупайте билеты. Скажите, пожалуйста, а сколько стоит входной билет? 4 сольда. 4 сольда. Понимаете, мальчик, я дома забыл свой кошелек. Не могли бы вы мне занять 4 сольда? Нашел дурака. Тогда купите у меня за 4 сольда мою чудную куртку. Бумажную куртку? Ага. За 4 сольда? Ищи дурака. Тогда мой хорошенький колпачок. Да твоим колпачком только головастиков ловить. Ищи дурака. Тогда купите у меня за 4 сольда мою новую азбуку. С картинками? С чудными картинками и большими буквами. Ну, давай, пожалуй. 4. 4. Ага. 2, 3, 4. 4. 4. Вот. Чего тебе, мальчик? Послушайте, дайте мне в первом ряду билет на единственное представление кукольного театра. Здравствуйте! Меня зовут Пьеро. Сегодня мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами» или «33 подзатыльника». Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия. Здравствуйте, я Арлекин. Ты чего хнычешь, дуралей? Я грустный, потому что я хочу жениться. А почему ты не женился? Потому что моя невеста от меня убежала. Видели, дуралей? А как зовут твою невесту? А ты не будешь больше драться? Ну нет, я лишь только начал. В таком случае ее зовут Мальвина или девочка с голубыми волосами.
Птичка польку танцевала на лужайке в ранний час. Хвост налево, хвост направо, это полька Карабас. Это полька, это полька, это полька Карабас. Два жука на барабане, уезжала в контрабас. Хвост налево, хвост направо, это полька Барабас. Это полька Барабас. Послушайте, почтеннейшая публика, но разве бывают девочки с голубыми волосами? Сейчас ты получишь свои 33 подзатыльника. Фу. Ух ты, драка, классно! Буратино! Безобразие! Так это ты помешал представлению моей прекрасной комедии. Бездельник Буратино. Так он сделан из сухого дерева. Я подкину его в огонь, и мое жаркое живо зажарится. Апчи! Апчи! Когда он чихает, то становится добрее. Апчи! Попробуй заговорить с ним между чиханиями. Апчи! О, бедный я несчастный! Никому-то меня не жалко! Перестань реветь, ты мне мешаешь. Апчи! Перестань! Апчи! Апчи! Будьте здоровы, сеньор! Спасибо. А что, родители у тебя живы? Мой бедный отец еще жив, сеньор! Воображаю, каково будет услышать твоему отцу, что я на тебе изжарил кролика и 2 цыплят. Апчи! Мой бедный отец все равно скоро умрет от голода и холода. Я его единственная опора в старости. Пожалейте меня, отпустите меня, сеньор! Отпустите! Отпустите! 10 000 чертей! Ни о какой жалости не может быть и речи. Кролики и цыплята должны быть зажарены. Полезай в очаг! Я этого не могу сделать, сеньор! А почему? Сеньор, я уже пытался однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку. Что за вздор? Как ты мог носом проткнуть в очаге дырку? Потому, сеньор, что очаг и котелок над костром были нарисованы на куске старого холста. Апчи! Где ты видел очаг, огонь и котелок, нарисованные на куске холста? В каморке моего папы Карла. Так твой отец Карла? Ага. Так значит, это в каморке старого Карла находится потайная... Потайная? Хорошо, я поужинаю недожаренным кроликом и сырыми цыплятами. Я тебе дарю жизнь, Буратино. Мало того, вот возьми эти деньги и отнеси их Карла. Кланяйся ему и передай, что я прошу его ни в коем случае не умирать от голода и холода. И самое главное, не уезжать из каморки, где находится очаг, нарисованный на куске старого холста. Мой народец славный, глупый деревянный, угольный владыка, вот кто я, поди-ка,
большая потейка, денежки сбирает мой большой карман. Ну, ступай, ступай. Выспись, а утром пораньше беги домой. Благодарю вас, сеньор. Вы не могли доверить деньги в более надежные руки. Мой большой карман. Мой большой карман. Здесь есть какая-то тайна. Тайна? Куплю папе Карло новую куртку. Куплю много маковых треугольничков, леденцовых петушков на палочках. Здесь есть какая-то Тайна? В жизни много всяких разных приятных вещей, но всего прекрасней денежки красть у людей. Бабу-бибу, бабу-бабу, бабу-бабу, бабу-бабу. Увидишь дурака, окутаешь лаской, обманешь слегка. Запутай, закружи, и после уже ни о чем не тужи. Без дурака и жизнь скучна, без дурака и жизнь грустна. Обманом деньги отберешь, такое блаженство, что ты запоешь. Увидишь дурака, окутаешь лаской, обманешь слегка. Запутай, закружи, и после уже ни о чем не тужи. Без дурака и жизнь скучна, без дурака и жизнь грустна. Обманом деньги отберешь, такое блаженство, что ты запоешь. Здравствуй, добренький Буратино. Куда так спешишь? Домой, к папе Карло. Уж не знаю, застанешь ли ты в живых бедного Карла. Ведь он совсем плох от холода и голода. А вы это видели? Добренький, хорошенький Буратино. А что же ты будешь делать с этими деньгами? Куплю папе Карло новую куртку. Куплю новую азбуку. Азбуку! Ага. Ох, и не доведет тебя до добра это учение. Вот я училась. А гляди, хожу на 3 лапках. Азбуку, да через это проклятое учение я вон глаз лишился. Глаз лишил. Врут! Не верь коту и лисе! Глаза-то слепые. Показалось, собачонка на дереве. Умненький, благоразумненький Буратино. А хотел бы ты, чтобы у тебя
тебя денег было, ну, в 10 раз. В 10 раз больше. Конечно, хочу. А как это делается? Да проще простого. Идем с нами. Куда? В страну дураков. Нет, уж я сейчас домой пойду. А мы тебя за веревочку и не тянем. Не тянем. Тем хуже для тебя. Тем хуже для тебя. Ты сам себе враг. Ты сам себе враг. А то бы твои 5 золотых превратились бы в кучу денег. Кучу денег. Врешь! А я тебе сейчас объясню. В стране дураков есть волшебное поле. Называется поле чудес. Вот оно. На этом поле выкопай ямку. Скажи 3 раза крекс, фекс, пекс. Крекс, фекс, пекс, крекс, фекс, пекс, крекс, фекс, Положи золотой, засыпь землей, а сверху посыпь солью. Полей хорошенько. И иди спать. А на утро из этой ямки вырастет небольшое деревце. На нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Врешь! Врешь! Идем, Базилио, нам не верят. И не надо. И не надо! Верю, верю! Пойдемте в страну дураков! Милости прошу. Не мешало бы нам перекусить. Хоть сухой корочкой. Хоть коркой хлеба угостили бы. Ай, хозяин, дайте нам 3 корочки хлеба. Маленький остроумненький Буратино шутит с вами, хозяин. Шут, хозяин, шут. Дайте нам 3 корочки хлеба, к ним гуся, ну, пару голубей на вертеле, да, пожалуй, еще и печеночки. Да, и еще 6 жирных жареных карасей и немного сырой рыбы на закуску.
Gracias. Отдохнем часок, а ровно в полночь выйдем. Не забудьте нас разбудить, хозяин. Сеньор Буратино, пора, уже полночь. Ваши почтенные друзья изволили встать пораньше, перекусили холодным пирогом и ушли. А мне ничего не велели передать. Очень даже велели, чтобы вы, сеньор Буратино, не теряя ни минуты, бежали по дороге к лесу. К лесу! Стоять! А кто за ужин платить будет? Ой, сколько? Ровно 1 золотой. Ага. Плати, негодяй, иначе я проткну тебя, как жука. Деньги, паршивец! Где твои деньги? Голову отрежь! Да в клочки разорвем! Вот где у него деньги! Во рту у него деньги! Давай повесим его на дереве! Повиси-ка тут, дружок! До вечера! Вечера! Доброе утро, друзья! Он мой! Ужас! Артемон! Надо снять бедняжку, отнести в дом и пригласить доктора. Пациент скорее мертв, чем жив.
Пациент скорее жив, чем мертв. Одно из двух. Или пациент жив, или он умер. Если он жив, он останется жив или не останется жив. Если он умер, его можно оживить. Или нельзя оживить как? Шарлатанство! Какое отвратительное невежество! Как же мне его лечить, граждане? Касторка. Исключительно касторкой. Касторкой? Ну уж нет, никогда! Да пойми же, если не выпьешь лекарства, ты можешь умереть. Лучше умру, чем буду пить касторку! Зажми нос и гляди в потолок. Раз, два, три. Браво! 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 А теперь помойте руки и сядьте за стол. Какой ужас! Кто вас воспитывает? Скажите, пожалуйста. Когда папа Карло воспитывает, а когда? Никто. Теперь я займусь вашим воспитанием. Будьте спокойны. Вот влип. Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь. Мы займемся диктантом. Чем? Пишите. А роза упала на лапу Азора. Написали? Теперь прочтите эту волшебную фразу наоборот. Какой ужас! Вы гадкий жалун! Вы должны быть наказаны! Артемон, отведи Буратино в темный чулан! Вот дура девчонка, а! Подумаешь, нашлась воспитательница. У самой фарфоровая голова, а туловище ватой набитое. Слушай, слушай. Тебе чего? Дождись ночи, Буратино. Я тебя поведу в страну дураков. Там тебя ждут друзья. Друзья? Кот и лиса, счастье и веселье. Дождись ночи, Буратино. Дождаться ночи. А сейчас ночь? А сейчас? А уже... Буратино, мой друг, вы раскаиваетесь, наконец? Очень, очень нужно мне раскаиваться. Не дождетесь. Тогда вам придется просидеть в чулане до утра. Ой, тогда вам придется просидеть в чулане до утра. Пора, Буратино! Там в углу в чулане есть крысиный ход! За мной, Буратино, в страну дураков! Туда! Туда!
мышь летучая. Храбренький, отважненький Буратино, должно быть, свалился с луны. Да как он жив остался? Нет худа без добра. Да, прошу. Зато ты попал в страну дураков. В этой стране продают знаменитые куртки на зайчьем меху для папы Карла. Азбуки с раскрашенными картинками. Азбуки. Ах, какие продаются сладкие пирожки и леденцовые петушки на палочках. Ты ведь не потерял свои денежки, чудненький Буратино? Не потерял? Нет. А ведь сегодня последняя ночь, когда можно сеять. К утру насобираешь кучу денег и накупишь всякой всячины. Идем скорее. Рой ямку, Оклади золотые. посыпь солью. Зачерпни из лужи и полей хорошенько. Да не забудь сказать 3 раза крекс, фекс, пекс. А вы это, уйдите подальше. Да, боже мой, да мы и смотреть не хотели. Не хотели. Куда ты положишь свои золотые? Вот сюда? Вот здесь, вот где закопаешь? Вот где? Здесь. Вы уйдите подальше. Боже, сохрани. Подальше. Пожалуйста. Крекс, пекс, пекс. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты совершил 3 преступления, негодяй. 3 преступления? Ты беспаспортный, беспризорный и безработный. Так, что же мне с тобой сделать? Утоплю-ка я тебя в болоте. В болоте? Нет. Тайну много лет храню я, и она тревожит мой покой. Помню, что откроет дверцу лишь заветный ключик золотой. Что же за дверцей той, кто мне вернет покой? Кто же получит мой ключ золотой? Ах, 300 лет прошло, устала, памяти не стало, жизнь прошла. Образы странные, мысли туманные, воспоминания спать не дают. Образы странные, мысли туманные, воспоминания спать не дают. Ох, безмозглый доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями. Сидеть бы тебе дома, да прилежно учиться. Занесло тебя в страну дураков. Так я же хотел добыть побольше золотых монет для папы Карла. Я очень хороший и благоразумненький мальчик. Деньги твои украли кот и лиса. Они пробегали мимо пруда,
остановились попить. И я слышала, как они хвастались, как выкопали твои деньги и как подрались из-за них. Доверчивый дурачок. Да здесь не ругать надо, здесь помочь надо. Что же я теперь буду делать? Как же я вернусь к папе Карло? Однажды я вот так же помогла одному человеку, а он потом из моей бабушки и моего дедушки наделал черепаховых гребенок. Погоди-ка. Черепаха Тортилла знает великую тайну. Великую тайну. Тайну? Тайну. Не горюй, что лиса и кот украли у тебя золотые монеты. Я подарю тебе этот ключик. Его обронил на дно пруда человек с длинной бородой. Ах, как он просил меня, чтобы я отыскала на дне этот ключик, но я не помогла ему. И я тогда была очень сердита на людей за мою бабушку и за моего дедушку. Бородатый человек много рассказывал мне про этот ключик, но я все забыла. Помню только, что нужно открыть им какую-то дверь, и это принесет счастье. Счастье? Буратино, не потеряй ключик. Ага.
ты сюда попал? Буратино! А? Буратино, спрячь меня поскорее! Сеньор Карабас-Барабас преследует меня день и ночь. Он нанял в городе дураков полицейских собак и поклялся схватить меня живым или мертвым. Однажды ночью шумел ветер, лил дождь, как из ведра. Сеньор Карабас-Барабас сидел около очага и курил трубку. Все куклы уже спали. Я один не спал. Я думал о девочке с голубыми волосами. Ой-ой-ой, нашел о ком думать. Вот дурень. Я только вчера сбежал от этой девчонки из чулана с пауками. Ты видел девочку с голубыми волосами? Ты видел мою Мальвину? О, подумаешь, невида. Плакса и приставала. Веди меня к ней. Если ты мне поможешь отыскать Мальвину, я тебе открою тайну золотого ключика. Как? Ты знаешь тайну золотого ключика? Знаю, где ключик лежит, как его достать. Знаю, что им нужно открыть одну дверцу. Я подслушал тайну, и поэтому сеньор Карабас-Барабас преследует меня с полицейскими собаками. Рассказывай. Так вот, однажды ночью шумел ветер. Про это ты уже рассказывал. Так вот, не сплю я, Ну? и вдруг слышу, в окно кто-то громко постучался. О, кого это принесло в такую собачью погоду? Это я, Дуримар, продавец лечебных пиявок. Позвольте мне обсушиться у огня. Понимаешь, Буратино, мне стало очень интересно посмотреть, как выглядит продавец лечебных пиявок. Если у вас болит живот, если у вас сильная головная боль или шумит в ушах, я могу приставить вам за уши полдюжины прекраснейших пиявок. К черту, к дьяволу, никаких пиявок. Можете сушиться у огня, сколько влезет? Плохо идет торговля пиявками. За кусок холодной свинины и стакана вина я могу приставить к вашим ляжкам полдюжины прекраснейших пиявок. К черту, к дьяволу, никаких пиявок. Ешьте свинину и пейте вино. Дуримар начал есть свинину. Лицо у него сжималось и растягивалось, как резиновое. Поев и выпив, он попросил щепотку табаку. Сеньор, я сыт и согрет. Чтобы поблагодарить за ваше гостеприимство, я вам открою тайну. Есть только одна тайна на свете, которую я хочу знать. А на все остальное я плевал и чихал. Сеньор, я вам открою одну тайну. Ее рассказала мне черепаха Тортила. Вообще! Любезнейший Дуримар, драгоценнейший Дуримар, говори скорее, что тебе сообщила черепаха Тортила. Я ловил пиявок в одной грязной луже около города дураков. Так. Из воды вдруг появилась змеиная голова. Послушай, Дуримар, Сказала голова. ты перепугал все население нашего прекрасного пруда. Ты мутишь воду, ты не даешь мне спокойно отдыхать после завтрака. Когда же это кончится безобразием? Я увидел, что это обыкновенная черепаха и нисколько не боясь ответил: покуда не выловлю всех пиявок в вашей грязной луже. Я готова откупиться от тебя, Дуримар, чтобы ты оставил в покое наш пруд и никогда больше не приходил. Тогда я стал издеваться над черепахой. Ах ты, старый плавучий чемодан, чем ты можешь от меня откупиться? Ради своей костяной крышкой, куда ты прячешь лапы и голову, я бы продал бы твою крышку на гребешки. Черепаха позеленела от злости и сказала мне: На дне пруда лежит волшебный ключик. И я знаю одного человека, он готов отдать все на свете, чтобы получить этот ключ. Да, этот человек и я.
драгоценнейший Дуремар, так а чего же ты не взял у черепахи ключик? Вот еще, променять своих прекраснейших пиявок на какой-то ключик. Короче говоря, мы разругались с черепахой, и она, подняв из воды лапу, сказала мне: Клянусь, ни ты, ни кто другой не получат волшебного ключика. Клянусь, его получит только тот человек, кто заставит все население пруда просить меня об этом. Не теряя ни секунды, бежать в страну дураков. Я сяду возле пруда, я буду умильно улыбаться, я буду умолять лягушек, головастиков, пауков, чтоб они просили черепаху. Я обещаю им 1,5 миллиона самых жирных мух. Я стану на колени перед самым маленьким лягушонком. Ключик должен быть у меня. В это время, понимаешь, Буратино, мне так стало интересно, что я весь высунулся из-за занавески. Сеньор Карабас-Барабас увидел меня, и он кинулся, чтобы схватить меня. Но я сбежал, и вот теперь... Так, в какой комнате под лестницей находится дверца, которую отпирает ключик? Сеньор Карабас-Барабас не успел об этом рассказать. Ах, не все ли нам равно? Ключик на дне озера. Мы никогда не увидим счастья. А это ты видел? Вот он! Ключик. Ага. Послушай, Буратино, а что, она мне обрадуется? А я почем знаю? Послушай, Буратино, а вдруг она мне не обрадуется? Если девчонка опять надумает нас воспитывать, напьемся молока, и ни почем я там не останусь. Какое чудо! Буратино, ты жив! Вот, я его привел, воспитывайте! Альвина! Здравствуй, Пьеро. Может, позавтракаете? Мальвина, я давно уже ничего не ем. Я сочиняю стихи. Стихи! Ой-ой. В таком случае почитайте ваши стихи. Он! О! Мальвина бежала в чужие края. Мальвина пропала, невеста моя. Рыдаю, не знаю, куда мне деваться. Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться? Бежи! Это Карабас-Барабас! Эй, дяденька! Не догонишь, дяденька, не догонишь! Держите! Они далеко не могли уйти. Они где-нибудь здесь, в лесу. Этого негодяя Буратино я разрежу перочинным ножом на кусочки. Эх, мамма мия! Сеньор, нам нужно подкрепиться. Поиски негодяев могут затянуться до глубокой ночи. Да, я сегодня готов скушать целого поросеночка да парочку уточек. Понял? Фу! Дрянь у тебя вино. Налей-ка мне вон из той бочки. Сеньор, там ничего нет, она пуста. Врешь! Врешь? Сеньор, чири мне на язык, прострел мне в поясницу. Бочонок пуст. В таком случае мы будем кидать туда кости. Будем кидать. Этого Буратино положу на ладонь, а другой ладонью так прихлопну, что мокрое место от него останется. Негодяй вполне этого заслуживает. Но сначала к нему нужно приставить пиявок, чтобы они высосали с него всю кровь. Нет! Сначала я отниму у него золотой ключик.
Сеньор, вам нечего утомлять себя поисками. Сейчас я позову 2 расторопных ребят, и покуда вы подкрепляетесь вином, они живо обыщут весь лес и притащат сюда Буратино. Ладно, посылай ребят. Открой тайну, несчастный, открой тайну. Это ты? Нет, не я. Открой тайну. Какую тайну? Тайну черепахи Тортилы. Где находится дверь? Где находится дверь? За очагом в каморке старого Карла. Вот надежные ребята. За деньги они к вам приведут, сеньор, хоть самого черта. Мяу, си, сеньор. Карабас-Барабас подарит нам на бедность 10 золотых монет, а мы отдадим вам негодяя Буратино, не сходя с этого места. Вот деньги. А где Буратино? Он в этой бочке, сеньор. Эй ты, старый пивной бочонок, жирный мешок, набитый глупостью, я тебе наплюю в драную бороду. Тьфу, тьфу, тьфу. Разрешите свернуть шеи этим нахалом. Разрешаю. Буратино! Плутишка, ты жив и здоров! Баба Карла! Иди же скорее ко мне! И вы, друзья мои, сюда! Уходим. Уходим! Пропустите! Пропустите! Больного кота. Я ничего не вижу, ничего не слышу. Бедненький, хорошенький мой Базилик. Я ни при чем, я тут ни при чем, я ни при чем, я ни при чем. Куклы мои. Эх ты! С кем на старости лет связался? Эх, с известными всему свету жуликами, с Дуримаром и Лисой Алисой. Маленьких обижаете. Стыдно, доктор. Куклы мои, отдай. Я за куклы тебе дам 100 золотых монет. Продай. Нет, нет. Если бы ты был добрым, хорошим директором театра, я бы тебе так и быть отдал бы маленьких человечков. А ты хуже всякого крокодила. Не отдам и не продам. Убирайся. Держите. Держите вора. Держите вора! Кто вор? Кто вор? Где? Он украл у меня куклы. Он. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 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 Дело
кажется, скверное. Пройдемте-ка, дружок, в полицейское отделение. Да не меня, балбес. Я доктор кукольных наук, директор знаменитого театра, кавалер высших орденов, ближайший друг Тарабарского короля, сеньор Карабас Барабас. Я ни при чем. Ребята, вот что есть у меня. Он должен открыть потайную дверь. Папа Карло, возьми молоток, сдери со стены этот дрявый холст. Сынок, зачем ты хочешь содрать со стены эту прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на нее и воображаю, что это настоящий огонь, а в котле настоящая баранья похлебка с чесноком, и мне становится немного теплее. Папа Карло, даю честное кукольное слово, что у тебя будет настоящий огонь, настоящий котелок и настоящая похлебка. Буратино! Сынок, смелее! А я предупреждал, Буратино, что тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. Хорошо, что все закончилось благополучно. Прости меня, мудрый сверчок, но если бы не эти приключения, то я бы никогда не встретил верных друзей, и мы бы никогда не нашли золотой ключик, ведь он нам открывает двери в новую жизнь. Друзья мои, теперь у нас будет свой театр! Ура!